Доброе утро. Как-то нас немного. Тем не менее, добро пожаловать на воскресное богослужение в церковь Краеугольный камень города Якутска. Давайте мы поднимемся на наши ноги и мы благословим наше собрание, помолимся, и мы будем славить Господа. Аллилуйя! Господи, Отец Небесный, благодарим Тебя за Твою милость, благодать к нам. Господи, спасибо Тебе, что мы здесь можем собираться во имя Твое, прославлять Тебя, поклоняться Тебе. Господи, мы отдаем это собрание в Твои руки, и мы просим Тебя, Господи, благослови нас. Почти нас своим присутствием, Господи, пусть Твое присутствие, оно будет здесь, пусть каждый человек, он не уйдет отсюда равнодушным, но он получит что-то от Тебя. Назидание, ободрение, утешение. Господи, и мы здесь собрались во имя Твое. Поклоняемся Тебе, Господи. Мы просим Тебя, прибудь с нами во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы прославим. Yeah.
Твоей. Только Ты, Господь, Спаситель мой. Аллилуйя, Господь. Ты наш Спаситель, Иисус. Мы славим Тебя и поклоняемся. Давайте мы Ему аплодисменты дадим. Вся слава будет Тебе. Аллилуйя. У нас есть дети, не так много. Давайте мы их благословим. Кто у нас сегодня здесь? Дети, выходите. У нас добрая традиция. Мы благословляем детей наших. Давайте мы сейчас так же сделаем. Дети, подростки. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка, который сейчас здесь присутствует, и которые вообще в нашей церкви, может быть, их сейчас нет, но они у нас. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого. Я сейчас благословляю, мы их благословляем. Господи, пусть будет у них крепкое здоровье, физическое, духовное, душевное. Господи, пусть Твоя рука будет над ними во все дни их жизни, уберегая их от зла, Господи. Я провозглашаю, что они в свое время, каждый из них, выберут Тебя, выберут жизнь, будут слышать Твой голос, будут поклоняться Тебе, великому Богу. Господи, я прошу Тебя, благослови их будущие семьи. Господи, Ты для каждого, для них предназначил что-то уже в их жизни. Я прошу Тебя, Господи, пусть они войдут в свое призвание. Дай им раскрыть свои таланты. Дай им быть в чем-то лучшими, Господь. Пусть они развиваются. Господь, я провозглашаю, чтобы Ты окружил их такими людьми, которые будут оказывать на них положительное влияние, Господь. На формирование их характера, на становление их как личности, Господи. Пусть это будет реальностью в их жизни. Господи, пусть взрослые, которые их так окружают, они также приносят, Господи, какой-то позитив в их жизни. Все это будет часть Твоего плана, по их подготовке к жизни и в будущем. Господи, благослови. Благослови остаток лета для них, чтобы они провели его весело, с пользой. И, Господи, прежде всего, пусть будет все безопасно. Пусть в осень войдут живые, здоровые, целые, невредимые. Пусть не коснется их никакая болезнь. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Аминь. Слава Богу. У нас уже август наступил. Скоро зима. Вот и лето прошло. Хотя смотришь, у нас вроде бы еще туманчик, да? Слава Богу за вас, что вы здесь. У нас летом всегда такая движуха, у нас очень длинные отпуска. У тех, кто работает на госпредприятиях или в какой-то бюджетной сфере. У кого полный соцпакет, и когда у нас люди уезжают, и когда ты отсюда выбираешься, стараешься провести по максимуму, поэтому уезжает на пару месяцев, 54 дня у кого отпуск рабочий, да? Поэтому слава Богу за вас, вы не оставляете собрания, приходите. И, как вы могли заметить, у нас продолжается ремонт, и вы можете слышать это, да? То есть сверху это не стоматологическое кресло, это миксер, мешает раствор, как бы, да, и просто у нас работники. Знаете, тяжело найти людей, которые могли бы что-то сделать. У нас в связи с тем, что границы были закрыты и не так много работников, работники прямо вот в строительной сфере на расхват. То есть кого-то найти прямо... Поэтому слава Богу за тех людей, кто у нас работает. Они просто работают на 3 работах. И вот приходится идти на то, чтобы они у нас в воскресенье и во время собрания работали. Ну, потому что я надеюсь, Господь, если благословит нас, мы в осень войдем с ремонтом на 2 этаже. Наверное, все-таки разумно пока оставаться здесь, пока идут штукатурно-малярные работы. И у нас электрика вот уже, ну, электрики не такие расторопные, ребята местные, и вот как-то они не очень торопятся все делать, такие вальяжные, так скажем. Господь их пусть благословит. Сегодня после обеда они должны выйти.
закончить у нас освещение на потолке. И дальше мы перейдем, проштробят стены, сделают розетки, я надеюсь, в ближайшее время, то есть в ближайшие пару дней. И мы закончим с электричеством, а у нас останется финишная отделка стен. Как бы вот сегодня уже начали те стены, которые... Поэтому, ну, как-то у нас виден свет в конце туннеля, так скажем. Я вам просто хочу приоткрыть, как бы, вот такую завесу, да, что у нас происходит вообще. То есть, если кто поднимался, мы покрасили потолок. И да, это финишная отделка, да, он будет выглядеть таким образом. У нас будут только светильники. Я верю, что будет хорошо, когда все закончится и будет все общий стиль. Поэтому, если вам что-то не нравится, вы не торопитесь кидать камни. Подождите, когда все закончится. Опять же, всем не угодишь. Мы стараемся делать все максимально под наши запросы, то, что у нас должно быть в церкви. Мы делаем концертный зал. Мы не делаем банкетный зал, мы делаем зал, который будет соответствовать тому, чтобы у нас было хорошее прославление, чтобы у нас была нормальная акустика. Мы сделали сцену, кто уже видел, да? Вот. Поэтому слава Богу. Также слава Богу за всех, кто дает, кто жертвует. И есть люди, которые в этом, они, как подобрать слово, постоянно. И пусть Господь просто благословит вас обильно, если вы такой человек. И здесь вообще, знаете, вещь, она не в том, не в абсолютных суммах, да, когда человек, он верен, то, знаете, верен в малом, будет верен в большом. Просто когда, знаете, я много раз говорил, когда человек говорит, что ну вот у меня денег нет, как вот я там могу, когда вот у меня будет, например, там, ну, 100 тысяч, я тогда дам десятину. А вот сейчас у меня 10, я не могу дать десятину. Да я тебе могу сказать, что если ты с 10 не даешь, то ты никогда не дашь со 100. Это просто проверено. Потому что когда... И по-другому оно не действует вообще везде. В том числе и в небесной сфере. Если ты верен в чем-то в малом, Господь Он тебе доверяет больше. Помните, я говорил, у нас должно быть такое отношение, что мы распорядители на этой земле всего того, что нам Господь Он доверил в нашей жизни. Он нам доверил. То есть, когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Спасителя, мы провозглашаем Его Господином, да? Господин это означает, то есть Господь, Господин, что мы как Его рабы. У раба не было ничего своего. Все принадлежит Его Господину. Когда ты провозгласил на самом деле, все, что есть у тебя, это не мое, но Его. Вы понимаете, да? Наша семья, наши таланты, которые Господь нам дает, наши связи, способность зарабатывать деньги, деньги сами. Все принадлежит Ему. Но тебя Он поставил как доброго распорядителя, чтобы распоряжаться этим всем. Это твоя ответственность. Распоряжаться своей семьей, своими умениями. И в один день ты перед Ним дашь ответ. За то, как ты поступал со всем этим. Аминь. Если у тебя такое отношение на самом деле, я считаю, что это правильное отношение, тогда все становится яснее и намного проще. Намного проще вернуть Господу какую-то часть денег, которую Он и так, это не мое, это Его. То есть я вот распоряжаюсь таким образом, что я даю. Аминь. Поэтому я ободряю вас давать дальше. Нам нужно закончить ремонт. И я не знаю, знаете, я просто разговаривал с Джоном. Когда он узнал, сколько у нас строительные работы стоят, сколько мы платим, он говорит, слушай, ну, у него такие мысли возникли, что он не в той сфере карьеру делает. Что может лучше строитель. Ну, он просто сравнивает, например, в Америке, как бы, когда разнорабочие, они столько не получают, как у нас расценку. Как бы, но у нас вот такая ситуация, да, если... Знаете, я верю, что любая работа должна оплачиваться. Мы пробовали вот, многие вещи, которые здесь построены, мы делали либо своими силами, либо, как правильно сказать, пытались все это сделать, ну, задешево, так скажем. И вот сейчас мы пожинаем плоды. Вот это. Потому что я верю, что работу должен выполнять специалист, на самом деле. Особенно в строительстве. Если ты хочешь сделать что-то хорошо, нужно нанять хорошего специалиста. Если ты болеешь,
Ты же не идешь, не ищешь там, ну вот как бы там, знаете, как в этой сказке про купца, который там пытался пошить себе там из 2 шкурок там. Помните, наверное, он пришел и там говорит, можно, говорит, мне, говорит, из 2 там соболей шапку сшить? Он говорит, можно, конечно. А 2? Можно. А 3? Можно. А 4? И 5? Он говорит, можно. А он пришел, там вот 5 маленьких шапочек. Да? Все имеет свою цену, и хорошо, когда специалисты они делают. Вот у нас сейчас есть работники, Господь их благословит, хотя они мусульмане, да, и они хорошо работают. Их не нужно погонять, они приходят в 9 утра, они что-то делают, и до этого у нас также были столяры. Просто, слава Богу, Господь нас подвел, знаете, то есть, ну, помните, когда мы собирались, у нас лестница, она возникла за 3 дня, сцена возникла тоже там за 4 дня. И, то есть, это здорово, когда не нужно приходить и стоять над душой. Слава Богу. Поэтому я что хочу сказать. Я прошу вас, поддержите в молитве также, просто чтобы была мудрость вообще, как сделать все эффективно с точки зрения денег, с точки зрения дизайна, потому что есть много нюансов, которые нужно усматривать вообще, где, вплоть до того, где сделать розетки, где сделать провода и так далее. Кстати, у меня такая мысль возникла у нас постоянно. Скажите, нам нужны в зале розетки для того, чтобы где-то могли заряжать телефон? Да. Хорошо. Просто, когда мы сделаем, нам не нужно будет людям подниматься на сцену, то есть на сцену не нужно будет заходить и включать туда. Я просто наблюдаю у нас в розетке всегда, вот где аппаратура, и подходишь, в прошлый раз я пытался что-то воткнуть из аппаратуры и не мог найти свободную розетку, потому что там 3 телефона во всех свободных розетках были. То есть нам нужно, наверное, какой-то шкафчик предусмотреть или что-то сделать, какую-то полочку с кабелями, чтобы люди могли туда подходить и, наверное, телефоны оставлять. На беззвучку только не звать. Ну, хорошо. Я с этим заканчиваю. Просто Господь пусть благословит вас. Молитесь, поддерживайте в молитве, чтобы у нас были работники, чтобы они вовремя закончили, вообще, чтобы к нам зайти. В 8 уже у нас было более-менее все сделано. Я думаю, что план пока такой, сделать все грязные работы, вот такие, да, то есть мы должны закончить всю малярку, то есть должны быть готовы потолок, сцена и стены. Мы планируем положить ковровое покрытие на 2-м этаже полностью. И скорее всего, ну, здравый смысл подсказывает, что лучше подождать, пока мы, наверное, 1-й этаж не закончим. Поэтому нам нужно будет потерпеть, у нас будет все сделано, кроме пола. Пол мы просто шлифуем, шлифмашиной, и на него постелим ковровое покрытие. Единственное, я бы хотел вас как бы вот обудрить. Вот смотрите, у нас, знаете, вот мы перевернули столы, смотрите, и вот обнаруживается везде жвачка на столах, да. И на самом деле, если подняться на 2-й этаж, вот эти темные пятна, это тоже жвачка, которая есть. Поэтому я прошу вас, как бы, ну, может быть, уже сейчас, если вы видите, что ребенок, он достает жвачку, или, ну, не нужно жевать жвачку здесь, если ты ее жуешь, ее нужно выбрасывать в ведро. Ее не нужно приклеивать с обратной стороны стола. Но скорее, я надеюсь, что это только дети делают. Ну, может быть, у нас и взрослые так поступают. Ну, не делайте так. Потому что если у нас будет ковровое покрытие, мы будем бросать жвачку, ну, вы понимаете, да, то есть ее очень тяжело отрывать от коврового покрытия, от всех вещей. Может быть, мы, как Господь благословит, посмотрим. Если мы здесь закончим грязные работы, может быть, в октябре, где-то, да, у нас уже и снег будет, мы положим ковровое, я надеюсь, если Господь даст Богу деньги на это также. Потому что это не дешево, ну, там должен быть определенный коммерческий класс износоустойчивости, то есть мы не просто ковровую дорожку, вот как бы со строительного рынка, да, нормально, и там должен быть определенный класс пожароустойчивости также. То есть ориентировочно сейчас, вот как бы смета, она в районе 300 тысяч, ну, просто за ковровое покрытие. И я думаю, ну, не знаю, сколько будет стоить положить его, посадить на клей, ну, наверное, тоже 1050-60. Поэтому, ну, такие вот цены на все на это дело. Если еще, например, потолок покрасить, нам обошлось, сколько нам обошелся потолок? У нас получилось 80 тысяч работа, и не красили его на 2 раза. В смысле, 1 раз положили грунтовку специальную, дорогая вещь тоже, но ее не так много ушло. Специальная грунтовка для сложных поверхностей у нас, потому что было это дело оцинкованное, чтобы у нас краска не облезла. Мы купили финскую грунтовку хорошую,
Вот у нас компрессор стоит, Семен благословил. Потому что не было компрессора, и краскопультом как бы это дело задули. Вот. И потом покрасили в черный цвет. Краска была не такая дорогая, уже в половину меньше, но ее ушло в 3 раза больше. Хотя на один слой, но ее очень качественно уложили, долго. 12 часов с 9 утра до 9 вечера уходило на то, чтобы сделать половину зала ориентировочно. Потому что потолок он очень сложный, 3 человека работало. Ну, то есть вы можете представить объем работы. Потому что я тоже, когда услышал цифру 80 тысяч за работу, просто мне показалось, что это дорого. Ничего, что я вам рассказываю, я просто хочу, чтобы вы были в курсе вообще, что происходит, что есть. Вот мы, если обратили внимание, мы закончили практически окна, откосы делать. Окно у нас получается вот так, чтобы сделать откосы, видите, у нас было, это 3000 рублей за окно мы платим. Плюс туда уходит, ну вот у нас 4 окна, ушло 5 мешков Ротбанта, это где-то по 600 рублей, ну в общем считайте. 3000. И 3000 окно стоит. В смысле, за работу просто. Ну и уголок там. По 50 рублей, по 100 рублей, чтобы это сделать. Сейчас у нас начали делать сцену вот так, вот образом. Это стоит 500 рублей за квадрат. Просто покрыть Ротбантом. У нас зал 206 квадратов. За работу, соответственно, нужно около 100 тысяч. Ну это просто, чтобы вы были в курсе. Вот, а лестница, сначала мы нашли строителей, которые запросили 100 тысяч за работу, за лестницу мы согласились, но они так долго тянули, что, слава богу, мы нашли других, которые попросили всего лишь 60 тысяч, за 60 тысяч они сделали, и в 50 тысяч нам обошелся материал. То есть это клееный брус, да, щиты специальные, ступеньки сделанные. Это также будет покрываться и... По крайней мере, пока мы планируем, что у нас также будет ковровое покрытие на лестнице. Вот. Такой отчет. Вот. Слава Богу, то есть работа продолжается. Еще раз слава Богу за вас, за всех, кто приходил сюда в пятницу. Я думаю, что пока мы останемся здесь, может быть еще там 1-2 собрания. Как только мы закончим стены, мы поднимемся наверх и начнем. Наверное, начнем, посмотрим, как там будет, как Господь положит на сердце, но у нас здесь планируется, вот в этом месте у нас будет комната, которую мы отдадим под детское служение. На самом деле здесь будет 2 комнаты, но мы пока не определились с размером. То есть, может быть, одна комната будет маленькая, может быть, будет 2 больших комнаты. Не хочется съедать пространство, и вот в этом месте мы сделаем кафе. То есть, как бы такую нормальную зону, и чтобы у нас здесь было как-то, знаете, вот было здорово, я замечал вот прошлой зимой, когда люди приходили, и мы общались, и вот здесь большое пространство, не хочется нарезать много-много маленьких клетушек, да, и потом остаться без такого вот пространства для общения. Я думаю, что в этом месте мы могли бы сделать кафешку, кухня, она останется там, которую мы также сможем использовать, там можно поставить столы, там будет готовиться какая-то пища, можно готовить, но также можно будет проводить занятия для воскресной школы, потому что у нас детей, на самом деле, сейчас у нас, да, было мало, но на пике, когда у нас осень, и все возвращаются, у нас по 50 человек и больше бывает, и они разных возрастов. И вы понимаете, что нельзя посадить 14-летнего подростка с 5-летним, да, то есть материал преподавания он совершенно разный, поэтому надо хотя бы 2-3 возрастные группы. И также нам обязательно у нас будет зона для малышей, потому что я надеюсь, я верю, вообще мы как бы церковь полных семей, я об этом говорил. У нас многонациональная церковь, и мы этим очень дорожим. Это не русская церковь, это не якутская церковь, это именно многонациональная церковь. И у нас также церковь полных семей, это означает, что это молодые люди, у которых есть маленькие дети. Или у нас начинает уже подрастать поколение наше, то есть те дети, родители, которые покаялись когда-то там в 90-е, они сейчас вырастают, и вот они есть. И они начнут жениться, выходить замуж, рожать детей, и у нас обязательно должна быть зона для мелких. То есть какая-то игровая для совсем таких. Для того, чтобы родители... Знаете, я просто вспоминаю себя, когда у нас были маленькие дети, и это просто тебя вышибает. Ты, чтобы собраться, если у тебя 2 или 3, и они маленькие, и пойти на собрание, и ты придешь, и даже если ты пришел, ты все равно с ними ходишь, да, вытираешь им сопли, и смотришь, что они там туда не пошли, сюда не пошли, и практически тебя все равно нет. И очень часто бывает, что молодые семьи, они выключены из жизни церкви. И я думаю, что так быть не должно. У нас должна быть зона, чтобы они могли прийти, оставить. Мы, может быть, сделаем там телевизор,
в этой зоне, чтобы они могли смотреть трансляцию, что происходит в зале. Вы согласны со мной? Как вам вообще идея такая? Скучно достало. Хорошо, давайте мы будем... у нас еще одна часть служения есть, да, это хлебопреломление. Но давайте мы сначала, если мы начали с таких практических вещей, мы соберем десятины, пожертвования. Если вы первый раз в церкви, или вы не знаете, что это такое, ну, это не по Богу. Да? Вы не обязаны этого делать, но если вы не первый раз, вы знаете, что церковь, она живет именно за счет этого. Да? Поэтому я ободряю вас, давайте мы будем давать. И пусть Господь, Он благословит каждого. И вы не вставайте, я сейчас помолюсь, хорошо? Господи, я прошу Тебя, благослови просто каждого человека, который дает, когда-либо давал, вообще будет давать в нашей церкви. Господи, я прошу Тебя, чтобы Твоя рука она была над этими людьми, над их семьями, Господи. Покрой их всякую нужду, Господи. Пусть они ни в чем не нуждаются, пусть не будут никому ничего должными во имя Иисуса Христа. Господь, благодарю Тебя. Аминь. Хорошо. И еще одна часть богослужения, это у нас первое воскресенье месяца сегодня. И у нас заведено, что в первое воскресенье мы принимаем причастие или хлебопреломление. Вы все знаете, да? Я вижу, у нас практически, не практически, вообще все люди, кого я знаю. Вы знаете, почему мы это делаем? Много раз мы об этом говорили. Это на самом деле прям важная часть служения, важная часть богослужения. Этим самым мы свидетельствуем миру и окружающему, и духовному миру, и самому себе, что мы принадлежим Христу. В том числе мы себе напоминаем. Если ты задаешься себе вопросом, не потерял ли я свое спасение, вот ответ. Ты часть Христа не потому, что ты заслужил это, не потому, что ты хороший, но потому, что Он все сделал. Все, что нам нужно сделать, это просто принять. Аминь. Давайте мы поднимемся, мы благословим этот хлеб, это вино, этот сок. И мы будем принимать. Можно будет вот с этой вот стороны выходить, наверное, да? Там можно пройти, да, сзади? Да. Да, вот по этому коридору можно проходить здесь, принимать и там выходить. Хорошо? Давайте мы прострем наши руки и мы благословим. Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа. Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты пролил свою кровь за нас. Мы освящаем этот сок, мы освящаем этот хлеб. Мы провозглашаем, что этот хлеб — это тело Твое, которое было ломимо за нас. И этот сок — это Твоя кровь, которая была пролита за нас. Мы помним об этом, Господь. Мы благодарим Тебя. За Твоей жертвой мы можем приходить теперь к Отцу и иметь надежду, что мы услышаны, уповать на Тебя, иметь доступ просто прямой. Мы освящаем этот хлеб и этот сок, мы принимаем с благодарностью, вспоминая о Тебе, как Ты нам заповедовал делать. С благодарностью в наших сердцах. И весь Божий народ сказал аминь. Можно выходить. Жизнь свою отдал на кресте за мой грех, кровь свою пролил на алтарь и спас. В небе навсегда записал мое имя. Ты для меня все. Ты для меня все, все, что мне надо. Знать Тебя и быть с Тобой рядом. Мое сердце измени навсегда.
Аллилуйя, Господь. Присаживайтесь, пожалуйста. Знаете, мы не раз, я озвучивал, другие люди, и все мы знаем, что церковь это не здание, да? Это просто здание, это просто дом молитвы, здание, где мы собираемся. Но церковь это кто? Это мы. Это собрание святых, это люди. И когда читаешь Библию, и постоянно проходит такая мысль, знаете, что, знаете, как апостол Павел говорил, что если я созидаю Царствие Небесное, да, если я иду на пользу, что-то я делаю, да, то я это делаю. И он говорил, что я для одних, там для эллинов, да, то есть для греков я как грек, для римлян я как римлян, для язычников я как язычник, да, но мое благовестие, оно неизменно, да, но оно может приобретать разные формы, да. То есть со всеми людьми в разных социальных кругах, в разных народах можно вести себя по-разному. Почему? Для того, чтобы это служило к созиданию, да. Потому что если ты человек совершенно другой культуры, и ты пришел куда-то, да, и ты говоришь на непонятном языке, то есть ты приехал куда-то в деревню, и ты умничаешь и используешь всевозможные слова философские, типа эсхатологии там, и сыпешь богословскими терминами после семинарии, тебя просто не воспримут там, да, вы понимаете, о чем я. Поэтому там нужно говорить на простом языке, вы согласны, да? Но если ты в кругу академическом каком-то, да, где, например, преподаватели находятся, какое-то собрание, и ты, наоборот, будешь слишком простой в своей речи использовать слова, которые, ну, употребимые на улице, то, скорее всего, тебя там также не воспримут, да? Потому что они подумают, ну, какой-то простачок пришел, чему он может меня научить? Да, мы здесь сидим, по 9 высших образований, по 3 научные степени. Вы понимаете, да, о чем я? Но вы знаете, это касается не только этого, это касается многих вещей. И Павел, он также говорит о чем, что, что все мне дозволено, но не все полезно. Да, и если я имею в чем-то свободу, я могу что-то делать, но если это не пойдет на созидание церкви, то я лучше откажусь от этого и не буду этого делать. Вы понимаете, о чем я, да? Вы согласны с этим? Поэтому я вот ободряю вас, знаете, вот церковь строит не пастор, церковь строит не проповедники, не команда, церковь строим мы. Вот то, какая будет атмосфера в церкви, она зависит на самом деле от нас, от тебя и от меня. Потому что, знаете как, многие люди могут что-то создавать и говорить, и принимать, но будет несколько человек, например, да, которые будут отравлять все, ну, каким-то неприятием, негативом, и этой атмосферы ее не будет. Вы понимаете? Как говорят это про ложку дегтя в бочке меда, да? То есть мед, он вроде бы вкусный и так далее, но туда ложку дегтя насыпь, и все испорчено. Поэтому я ободряю вас создавать, знаете, вот мы говорили про группу в WhatsApp, например. Я думаю, что сейчас как бы у нас так столько всего происходит, и у нас и ремонт идет, и прославление развивается, и лето вроде бы наступило. И, вы знаете, вот вакцинация, вот эта вся надоевшая уже всем может быть, да, это личное дело каждого, мы уже столько раз говорили. Это не духовный вопрос.
Поэтому разводить споры вот, в общецерковной группе, оно того не стоит. Потому что мы прежде всего призваны быть христианами и делать что-то для того, чтобы церковь это созидала. Но как вы думаете, споры в группе, они созидают церковь или нет? Они не созидают. Поэтому, знаете, политические темы любые, у нас скоро выборы грядут. Я вот прямо сейчас вижу, что кто-то будет постить там, за какого-нибудь кандидата. Там, против Единой России, за Единую Россию и так далее. Опять же, это личное дело каждого. Вы понимаете? То есть мы призваны строить Царствие Небесное, прежде всего. Мы призваны здесь созидать церковь. И делать что-то и постить, что будет в назидание. Если ты, когда прежде чем ты будешь что-то отправлять, ты подумай, это вообще созидает, это пойдет на пользу или это будет не очень? Вы понимаете, да, о чем? Если ты понимаешь, что это будет не очень, может быть, имеет смысл наступить как бы на горло своей гордости. И как бы это твои личные убеждения. Слава Богу. И может быть, у тебя в этом есть свобода, и ты двигаешься, но ты знаешь, что остальных, у них, может быть, нет такой веры. Им это не открыто, и они приткнутся об этом. Поэтому не надо тогда открывать эту банку с червями. Вы понимаете? Я просто ободряю вас. Мы должны... Это совместное усилие. Церковь не строит один человек какой-то, но атмосферу создаем мы. Как важно иметь общение вообще. И почему кто-то говорит, надо закрыть вообще группу и там, составить официальный канал и все. Но на самом деле, вы знаете, мы призваны в общении. Это в том числе это то, что созидает, это то, что строит церковь. Как первая церковь, мы читаем в Деяниях, они постоянно пребывали в чем? В учении, в молитве, в общении и хлебопреломлении. Это 4 вещи обязательные для церкви. И общение это также немаловажная часть. И сейчас у нас есть технологии, которые позволяют нам общаться дистанционно, и в том числе в группе. И поэтому у нас должна быть группа какая-то для общения. Но опять же, для чего она должна быть? Если кто-то туда постит какие-то коммерческие посты и пытается продвинуть какой-то продукт, вот это зачем? Это называется спам, да? Это просто мусор. Люди берут и там, например, кто-то продает там краску, еще что-то и так далее. Но есть другие способы. То есть церковь это не та площадка, где нужно продвигать свои коммерческие интересы. Понятно, что это здорово, да, можно вот выйти, получить такой выход на аудиторию и что-то впарить. Но это не та площадка, мы здесь не для этого. Мы здесь для того, чтобы делиться словом, чтобы назидать, ободрять и чтобы строить жизнь людей. Вы согласны? Поэтому на будущее, я думаю, мы как бы четко пропишем в группе также. Если люди будут отправлять информацию коммерческого характера, то есть какие-то вещи продвигать, политика это вообще не обсуждается. То есть любые посты, особенно против власти. Нигде в Библии не написано, что мы там должны быть в оппозиции, да, и у нас не революционный кружок, у нас другие задачи и цели. И с властью мы должны дружить, мы должны молиться и благословлять их. Тебе не нравится, но надо молиться, чтобы были достойные люди там, чтобы у них был страх, но мы не призываем никакой деятельности революционной, вы понимаете, да? Поэтому это просто провокация. Если кто-то постит, за это мы будем банить безжалостно. Банить это значит удалять из группы. То есть после какого-то предупреждения, например, первое, если человек он ударяется в политику, он там шлет какие-то неадекватные посты, то у нас должны быть администраторы, то есть модераторы группы, которые должны следить за порядком. Потому что если нет порядка, может быть, вы состоите в других группах, вы знаете, что все заканчивается обычно плохо, если никто не смотрит за порядком. Потому что может найтись кто-то, кто по своему недомыслию, скудоумию, или по злому умыслу, он будет делать такие провокационные действия. Но, то есть, мы предупреждаем, если нет, я просто вас хочу ободрить, чтобы вы также в этом принимали участие. Но, знаете, при всем при этом, что я хочу сказать? Вот человек бывает, вот знаете, вроде бы и покаялся давно, например, вроде бы и двигается, и вот что-то все не так у него. Не в том смысле, что в жизни, а вот как-то на созидание церкви что-то он как-то не очень. Вы понимаете, о чем я?
Но я вам хочу сказать, знаете, Бог, Он смотрит немножко по-другому на людей. Я думаю, что заповедь, что люби ближнего, как самого себя, она в том числе в этом заключается. Вы знаете, я думаю, что Бог, Он призывает нас никогда не сдаваться и не бросать какую-то вот надежду, знаете, все, понятно, что? И более того, знаете, человек, если у тебя что-то вот не получается со Христом, хождение там еще, ты не должен сам сдаваться. Потому что ты не неудачник. Особенно если ты христианин. Я плавно подвожу как бы вот к проповеди. Вы знаете, на нас нет такой печати, что все. Я как-то вот недавно, уже время прошло, но я встретил одного человека в спортзале. И знаете, я ездил в экспедицию когда-то, в геологическую, из нефтескали, американские компании, я ездил переводчиком с ними. Это было 90-е годы, когда вот все разваливалось, и у нас тоже непонятно кого выпускали. И 2 лета подряд, по несколько месяцев, да, я проводил с ними. И вот начальник экспедиции, начальник партии, это был, по-моему, он тогда также был главным инженером в Якутской геодезии, я его недавно встретил. То есть он тогда, ему было где-то лет 40-50, соответственно, сейчас 20 лет прошло, человек немножко состарился. Но у него такие же усы, то есть немножко поблекли и пообвисли, но не так торчат уже, но тем не менее. И вы знаете, он задал мне такой вопрос, он такой на беговой дорожке, и мы друг друга узнали это. Один раз он ездил вместе, мы вместе ездили в экспедицию, и он мне задает такой вопрос: ну что, как жизнь сложилась? И меня вот эта вот, знаете, фраза «сложилась». То есть я как-то не ставил на себе крест, что у меня уже там все давно сложилось, я еще в процессе, понимаете? И потом я такой подумал, что, наверное, да, уже можно сказать, да, как бы, то есть 50 скоро, что уже сложилось. Но сама мысль, она меня вот так, знаете, как-то такой, что-то я как-то так, себя никогда не рассматривал с такой точки зрения. И вы знаете, с верующими вот тоже, да, ты вот как бы вроде бы живешь, ты что-то ходишь, веришь, а на тебя уже смотрят со стороны, да, с ним уже все понятно, у него все сложилось уже. В плане как у верующего, он уже давно все. И на самом деле это нормально, когда люди, они тебя оценивают по твоим поступкам. Мы все как бы, да, мы оставляем какой-то след, мы оставляем какую-то репутацию. И ты, например, когда с тобой имели дело, и ты что-то делал, ты делал хорошо или плохо, и у людей сложилось впечатление о тебе, и они уже как бы, не то чтобы лейбл какой-то, ярлык навесили, да, но они уже как бы... На самом деле нет ничего плохого, где-то это здраво. То есть ты не позовешь человека куда-то, да, вот, знаете, если ты ездил на рыбалку с кем-то, и там какие-то экстремальные условия, и человек себя с не лучшей стороны зарекомендовал, в следующий раз ты 10 раз подумаешь, оно мне надо вообще, да, как бы нервотрепка там какая-то. То есть вполне возможно ты его не позовешь. Либо если работа какая-то. Ты что-то делал, и какая-то вещь произошла, человек все взял, бросил, развернулся, убежал, и ты один на один остался там, да, разбираться с подрядчиками, там еще с кем-то. Будешь ли ты с ним сотрудничать в дальнейшем? Но, вы знаете, вот в духовной сфере и в церкви вот ситуация, она немножко все-таки другая. И я бы хотел, я уже как-то говорил, я сейчас буду брать какие-то части о том, что я уже говорил раньше. Я бы хотел посмотреть на человека, который, по крайней мере, несколько раз он, знаете, вот он провалился, да, он не оправдал надежд, он еще какие-то вещи. И давайте мы прочитаем Евангелие от Марка, 14 глава, 50-52 стих. И здесь рассказывается о том, это как раз вот то, когда Иисуса арестовали в Гефсиманском саду, и все ученики, они разбежались, да? И здесь 50 стих. «Тогда, оставив его, все убежали. Один юноша, завернувшись по ногому тела в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его. Но он, оставив покрывало,
ногой убежал от них. Я бы хотел то же самое место прочитать в новом русском переводе. И все ученики покинули его и убежали прочь. Среди последователей Иисуса был один юноша, у которого на теле ничего не было, кроме льняного покрывала. И они также попытались схватить его, но он, оставив покрывало у них в руках, убежал ногой. Как вы думаете, кто этот человек молодой? Не так много говорится, да, вот здесь о нем, но можно сказать, что он из богатой семьи, скорее всего, потому что здесь написано, да, ну вот я почему прочитал, в синодальном переводе нет упоминания, что это, знаете, вот я просто смотрел греческий, там написано вообще, как слово переводится вот на старый славянский, там, плащаница. То есть у него была какая-то накидка, не в том смысле, что он в одеяло ходил завернутый, да, вот покрывало, то есть для нас непонятно. У него была какая-то одежда, которая была одета на голое тело. То есть какой-то плащ, ну или какая-то накидка, он был в нем. И она была льняная. Лен, ну он и сейчас как бы не дешев, если нормальная как бы льняная одежда. Тогда это была привилегия богатых людей. Он был недешев, и то есть поэтому можно судить, что у него были средства на льняную одежду. И второе, что мы можем сказать, скорее всего, это не один из 12 учеников. Потому что здесь о нем говорится, что просто был какой-то молодой человек, да? Не кто-то, вот там не упоминается по имени. И в-третьих, что мы можем сказать, это, знаете, это единственное место Евангелия от Марка, где этот эпизод, он упоминается. Все другие Евангелии, они ничего про это не говорят. Ни про какого молодого человека, который в голову убежал. Когда его там пытались схватить, да, то есть, ну понимаете, его схватили за одежду, там за плащ, он вывернулся, выкрутился, скинул этот плащ и с голой спиной и всем остальным убежал. То есть, оставив одежду, да? Но почему Бог, Он поместил, да, вот это место вообще в Евангелии от Марка? Зачем? Вы знаете, есть вообще, практически все богословы, они соглашаются с тем, что, скорее всего, этот молодой человек, это сам Марк. Это тот Марк, который написал Евангелие. Поэтому, так как это была его книга, которую он писал, потому что больше, кто еще мог знать, что там кого-то пытались за плащ схватить, и он голый убежал, да? И он он описывает то, что происходило лично с ним, и он пишет о своем опыте. И о чем он здесь пишет? Потому что он убежал. Но, в принципе, как и все другие ученики, да, они все рассеялись. Когда Иисуса схватили, то есть, помните, да, историю? То есть сначала Петр, он выскочил, выхватил меч, и после того, когда Иуда, он поцеловал Иисуса и таким образом указал на него, он взял, рубанул слугу, который был, да, который пришел схватывать первосвященнического, да, и отрезал ему, не отрезал, а отрубил. Иисус это все исправил, присоединил, хотел сказать, прилепил обратно ухо, да, и он сказал, что вы на меня вышли, как на разбойника, да. Ну хорошо, пусть это так будет, и после этого ученики не все разбежались, его схватили. Но здесь Марк, он не хвастается ничем, он не описывает, он просто как бы упоминает о себе вскользь, что вот был там среди всех вот этих событий, да, вот один человек, произошел такой эпизод. И на самом деле это не что-то новое, да, вот когда автор, он не пишет о себе, да, что вот я, Марк, был там, и меня там пытались схватить, и я там убежал. То же самое мы можем наблюдать в Евангелии от Иоанна, то есть все соглашаются с тем, что, Иоанн, он написал эту книгу, и как он к себе обращается там? Ученик, которого любил Иисус. Не знаю, насколько скромно, но он как бы так вот не привлекает к себе внимания, да, вот там был один ученик, человек, которого любил Иисус, и он говорит таким образом о себе, он не говорит. И здесь то же самое Марк, скорее всего, это использует тот же прием в написании текста, и таким образом он указывает на себя. Он был тот молодой человек, который убежал. И вообще, Марк, вот этот, да, евангелист, кто написал,
Ну, на самом деле, он кажется, ну, такой не очень значимый, как бы, человек вообще вот в Евангелии. Потому что, ну, не так много мест упоминания о нем. И даже, знаете, вот в следующий раз, когда его имя, ну, упоминается в Евангелии, когда пишется, да, это глава Деяний, 12 глава, 25 стих. И здесь говорится о том, что Павел, апостол Павел и Варнава, они собираются в миссионерскую поездку, да? Или они пешком ходили, как это называть? Миссионерский поход. То есть, ну, они не ездили, но сейчас у нас миссионерские поездки, мы куда-то едем особенно, да? Там они шли пешком. Они шли в церковь в Малой Азии, это территория современной Турции, где как раз находились Ефес, и вообще вот все церкви, которые в Откровениях написаны, да, вот они планировали поход туда, миссионерский, в Малую Азию. И что произошло? 25 стих, 12 глава Деяний. А Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию. То есть они были в Иерусалиме и потом обратно вернулись в Малую Азию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. И чтобы не было недопонимания, да, это один и тот же человек, у него было два имени, как у многих, да. То есть иудейское имя его, это было Иоанн. И греческое имя, у нас написаны послания на греческом языке, было Марк. Многие богословы его прямо так и называют, Иоанн Марк. То есть здесь, ну, я просто как бы углубился в вопрос, это точно он, вы можете мне поверить, хорошо? То есть это тот же самый человек. Итак, Марк, он пошел с Павлом и Варнавой вот в этот миссионерский поход в Малую Азию. Но вы знаете, что-то произошло там, и по какой-то причине он их оставил и вернулся домой. Можно сказать, что он снова убежал. Почему он убежал? Ну, вот в Писании информации нет. Что там произошло? Но, видимо, что-то было очень серьезное. Почему я так говорю? Потому что в следующий раз, когда Павел, он собирался, да, это настолько его разозлило, и он не хотел больше брать его с собой. До такой степени, что они разругались с Варнавою, и до этого момента Варнава и Павел, они были вместе все время. Во всех поездках они там планировали, ездили. Но после этого Павел сказал, я его больше с собой не возьму. И они разругались с Варнавой, ну, не разругались, я не знаю, так можно сказать. Разногласия у них были до такой степени, что один поехал в одну сторону, другой совершенно в другую. И взяли других людей. Давайте мы прочитаем Деяния, 15 глава, 37-40 стих. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией. Давайте мы подведем, да, вот сейчас все, что мы знаем про Марка вот, до сих пор, да. То есть, скорее всего, это богатенький, испорченный молодой человек, на которого совершенно нельзя положиться. Его взяли в первую миссионерскую поездку. Видимо, скорее всего, возникли какие-то трудности. Он просто сдался, бросил все и убежал домой. И это разозлило Павла. Вы знаете, так легко повешать какой-то ярлык на человека. И как вот есть пословица, да, что репутация, она строится годами, а теряется за одну секунду. Знаете, здесь вот уже Павел, он уже... Ну, то есть, он, представьте, да, ты поехал с кем-то куда-то. Это сейчас, да, у нас, ну,
Хотя Якутия еще может быть экстремальной, если куда-то ехать, да, на севера. Ну или куда-то в районы, по улусам. Но это не сопряжено с такой смертельной опасностью и так далее. Но в те времена, то есть поход миссионерский, то есть это далеко, это и идти далеко, и много препятствий, и много опасностей было. И когда Марк, он подвел их, да, он бросил все, на него нельзя было положиться, и Петр просто уже сложил для себя, Павел, я извиняюсь, он сложил для себя картинку, да, и он больше не хотел его брать с собой. Вы понимаете, да? Знаете, ты часто можешь такое слышать про себя, может быть. Когда люди, они говорят, что да, что там с него взять? В какой-то сфере, например. Совсем плохо, если вообще по жизни на тебя так говорят. Но даже при всем при этом, знаешь, ты не обязан принимать то, что про тебя говорят другие. Мы можем игнорировать чужое мнение по поводу себя. Но если ты решишь, что с тобой действительно что-то не так вот здесь, то это все. Если ты посчитаешь, что ты недостоин, или стоишь не так много, ты можешь причинить себе такой вред, который другие со своими сплетнями, слухами и плохими словами никогда тебе не сделают. Но то, что ты думаешь о себе сам, вот это вот формирует то, кем ты есть, кем ты будешь. Вы понимаете, да? Сознание, оно формирует бытие настоящее. Если тебе кто-то посеет вот это, в чем опасность, когда тебе так говорят? Потому что если человеку постоянно говорить, что ты дурак, у него начнут закрадываться какие-то сомнения. Ну, наверное, действительно что-то со мной не так. Почему мы благословляем детей? В том числе, не только поэтому. Да, слова не имеют вес в духовном мире. Но в том числе, понимаете, человек, он слышит, что кто-то его ценит, что ему говорят хорошие слова, и это сеет семя в разуме, в сердце, что я что-то могу, что я чего-то достоин. И когда это есть здесь, тогда это начинает воплощаться в жизнь. Но если ты посеял здесь, что я никто, что я неудачник, что я конченый, никто не сможет тебе помочь. Нельзя помочь человеку, который не хочет помочь себе сам. Я как-то приводил такой пример. Один человек, он был в Гонконге, и если кто-то был в Гонконге, ну там есть разные кварталы, население в основном говорит по-английски, но есть такие кварталы, где, ну, вот китайцы прямо, ну, то есть это китайское население, те же самые китайцы. Особенно старенькие дедушки, он проходил мимо одного салона тату, то есть где набивают татушки. И как реклама, да, на окне, ну, всевозможные там изображения, надписи и так далее. И одна надпись была на английском языке, там, «Прирожденный неудачник». Ну, очень красивым шрифтом, таким стилизованным. И он зашел и спрашивает: слушай, ну, часто как бы вот такую татушку себе люди делают? Он говорит: ну, иногда, да. Он говорит: я, говорит, представить себе не могу, что должно быть у человека в голове, чтобы набить себе такое тату. Прирожденный неудачник. Ну, то есть по-английски это born to lose, да? То есть рожден, чтобы, ну, проигрывать все время. И знаете, этот китаец ему ответил, ну, он плохо говорил, как бы, по-английски, и он говорит, что прежде тату на тело, тату на мозгах. Знаете, вот такая мудрость была у этого старика. То, что мы думаем о себе, вот на данный момент, это формирует то, кем мы будем вообще.
И один человек однажды сказал, что заметьте разницу. Когда человек, он говорит, что, например, я потерпел неудачу 3 раза. Или там, я провалился 3 раза. И когда он говорит, что я неудачник. Вы чувствуете разницу? Я потерпел неудачу 3 раза, и я неудачник. Есть разница в этом. И вы знаете, то, что мы читали про Марка... Подождите минуту. Иди. Не, идите, выходите. Там домик не надо, выходите сюда. Не, выходите сюда. Да, не надо. У нас просто, я переживаю, что, мы там сложили домик, который у нас здесь был еще, но там также может быть куча всякого мусора, чтобы просто все оттуда вышли живые и здоровые. Итак, знаете, я думаю, что Марк, вот то, что мы про него читали, вот он сначала там от Иисуса убежал нагишом, когда его схватывали, да, там оставил это. Потом он поехал с Павлом и с Варнавой в поездку, и как-то не очень все вышло, да. Все бросил, опять уехал, и Павел его никуда не хочет брать с собой. То есть, знаете, такой вот богатенький, испорченный молодой человек, который такой вот прирожденный неудачник. Может быть, такие сомнения, они к нему в голову закрадывались, да. И думаю, что поэтому Бог, Он как бы показывает, да, и в Евангелии от Марка, и Он написал вот эти слова. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, но он, отставив покрывало, ногой убежал от них. И потом дальше. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Я думаю, что Бог, Он поместил это специально для того, чтобы мы увидели, какой Марк он был, кем он был. Для того, чтобы мы увидели, кем он стал. Как я уже говорил, да, кажется, что у Марка, как-то ему не очень много внимания уделяет вообще в Писании. И так теологи, они соглашаются и как бы думают, что, какая-то не очень значительная фигура. Но вы знаете, если так подумать, наверное, это неправда, потому что у нас не так много людей, именами которых названы книги в Библии, которые остались на веки вечные. У нас всего 4 Евангелия, да? Матфея, Марка, Луки и Иоанна. То есть помимо Марка всего 3 человека, которые получили, да, такое, что их именем, то есть Евангелие от Марка. Почему Бог, Он допустил таким образом? Если Марк, он никто, вот он был такой, как он вообще написал Евангелие, которое попало в Библию, в каноническую? Его именем названа книга. Вы знаете, я думаю, что я пытаюсь донести? Бог, Он никогда не смотрел на Марка подобным образом. Он никогда не смотрел на него, что это никто, что это неудачник какой-то. Более того, я тебе скажу, что Бог, Он ни на кого так не смотрит. Бог никогда не смотрит таким образом на тебя. Я могу вам привести 2 довода, почему это правда, если вы захотите со мной поспорить. И первое, знаете что, у Бога есть план для христиан. Ефесянам 2 глава, 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Аминь? Мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. С того момента, когда ты стал христианином, у Бога уже есть какие-то планы на тебя.
Он предназначил какие-то дела для тебя, чтобы ты их исполнял. С этого момента есть какая-то цель для тебя. Вы знаете, вот этот ответ на это вообще вот вся суть цель как бы вот в этой вот истории Марка, которую я рассказывал. Как мы смотрели, если вот как бы все доводы, которые я приводил до этого про Марка, это все правда, то получается, что Марк, он был, знаете, такой испорченный, богатенький молодой человек, на которого никто не мог положиться. Но он не остался таким. В конце концов, Марк стал таким человеком, на которого можно было положиться. Помните, да, мы говорили про то, что Павел, он отказывался брать его, да, с собой сначала. И они разделились, и Павел взял силу, а Варнава ушел с другим человеком, да, с Марком. Но позже в своей жизни Павел, когда он был уже в тюрьме, и он уже знал, что смерть его, она, скорее всего, неминуема, и многие из так называемых друзей, его там окружения, они его оставили и покинули. И он пишет своему ученику, да, Тимофею, следующие слова. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 9-11 стих. Он пишет ему: «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галитию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения». Вот это поворот. Там он не хотел его брать и говорил, что не, я с ним больше никуда не пойду. Но сейчас служение Павла, оно зависит, да, он полагается на этого человека. Приведи Марка с собой, он не нужен для служения. Теперь он полагается на того человека, который когда-то его тогда разочаровал. Присутствие Марка, да, оно стало важным, вот в такой критический момент в жизни Павла. И вы знаете, на самом деле Павел это не единственный такой вот лидер в церкви, который полагался на Марка в своем служении. Многие богословы, они верят и утверждают, что апостол Петр и Марк, они были близкие друзья. И что Петр, он послужил источником для Марка, когда тот писал Евангелие. Что он записывал с его слов, со слов Петра. Многие вещи, которые он делился. Если это правда, если даже Петр, он стал полагаться на Марка, как на человека, которого, можно положиться, как это произошло? Очевидно, что Марк, он изменился, вы согласны? А почему он изменился? Знаете, потому что Бог, он верил в него всегда. И потому что Марк, он сам позволил Богу работать над собой, чтобы тот изменил его. Потому что Бог, он никогда не смотрит на человека, какой ты есть сейчас. Какие есть у тебя качества сейчас. Он смотрит на тебя так, как он видит, каким ты можешь быть, если ты позволишь ему над собой работать. Вы понимаете, это важный момент. Бог никогда не смотрит на тебя, вот какой ты есть сейчас, но Он смотрит на тебя, Он видит через кровь Христа тебя таким, каким ты можешь стать, весь твой потенциал, если ты Ему позволишь работать над собой. Когда ты стал христианином, когда ты покаялся, ты принял Христа как Господа и Спасителя, Бог помещает свой Дух внутри тебя, который живет внутри тебя, Божий Дух. И с этого момента Святой Дух, Он начинает работать над тобой. Он не просто так там у тебя, что значит обитает, живет внутри тебя. Он работает в том числе над твоим сознанием. Он меняет твой образ мышления. Он говорит тебе что-то.
Вы согласны? Ты можешь заглушать, можешь подавлять, а можешь прислушиваться, можешь позволять работать больше и больше. И Дух Святой внутри тебя, он в том числе для того, чтобы изменить тебя и сделать из тебя то, что Бог он знает, кем ты можешь быть. Еще раз. Послание Ефесянам, 2 глава, 10 стих. «Ибо мы, Его творением, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Знаете, и очень часто люди, они смотрят, как вот я приводил пример на других людей, да, и вот, как жизнь сложилась. Так, что как будто у тебя уже все. У тебя все закончено, у тебя все сложилось. Ты как законченный продукт какой-то. Что вся работа над тобой, она завершилась. Все. Знаете, на одном как-то семинаре христианском преподаватель, он вышел, как бы доска, на которой пишет, и он написал аббревиатуру, да, ПБТ, БСН, ЕНЗ. Все такие сидят. Что это такое? Вы знаете, он расшифровал следующим образом. Пожалуйста, будьте терпеливы. Это ПБТ. Бог со мной еще не закончил. И все остальное. Бог с тобой еще не закончил. Неважно, сколько тебе лет. Неважно, какой у тебя опыт. И что о тебе уже сложилось какое-то мнение, и кто-то на тебя смотрит. У Бога не короткие руки. Это уже прошлый проповедь, да? Для того, чтобы изменить тебя. Он силен, если ты ему позволишь. Бог не может действовать, если ты ему не позволяешь. Если ты станешь в жесткую оппозицию. Но будьте терпеливы. И по отношению к себе, и по отношению к другим. Потому что Бог еще не закончил. Бог с тобой еще не закончил. Ты еще не законченный продукт. Таким же образом, знаете, лидеры в церкви, прославленцы в церкви, воскресные учителя. И все. Каждый человек, который приходит в церковь, мы еще не законченный продукт. Мы должны позволять Богу работать над собой. И мы должны создавать эту атмосферу. Чем важна церковь? Для того, чтобы люди хотели прийти, они чувствовали себя хорошо, как дома, что им здесь рады. И чтобы Бог, Он действовал не только как в каждом, как индивидуально, но и как в церкви в целом. Вы со мной? И Бог, Он никогда не закончит что-то подправлять, что-то делать. Нет предела совершенству написано. Где это написано? Хорошая мысль, в любом случае. Кто-то помнит, может быть, знаете, вот условия жизни, вот у молодежи я видел, футболки такие написаны, шедевр было. У них песня тоже есть там про шедевр. Ну что, мы шедевр Бога. Ну, на самом деле, классное слово такое, шедевр. То есть это вот как художник, например, что-то рисует, да? То есть это не просто хорошая картина, но это шедеврально. То есть музыкальное произведение какое-то тоже, да? Если ты его слушаешь, если это шедевр, то у тебя там волосы у меня, например, на руках встают, бывает, да, вот так. Когда мурашки бегают, пронимает тебя до костей. Итак, Марк, он изменился, потому что Бог не смотрел на него, как на неудачника. Никогда. Хотя поначалу как-то все не очень хорошо складывалось. И вторая причина, второй довод, который я хотел бы привести, потому что в поддержку того мнения, что Бог никогда не смотрит на нас как неудачников, знаете, потому что ты и я, мы сотворены по образу и подобию Божьему. Мы сделаны по подобию Бога. Бытие, 1 глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их».
Знаете, я как-то, бывают же, да, мемасики, мемы в интернете, когда картинки, в WhatsApp картинки отправляете, когда что-нибудь написано, вот это мем, да, и я как-то один такой видел, знаете, что слова были такие, что я знаю, что я кто-то значимый, потому что Бог ерунды не сделает. Бог сотворил тебя, Бог ерунду не делает. Но вы знаете, вот этот мир, который окружает нас, он часто говорит совершенно другое. Вот та теория эволюции в том числе. Вообще этот мир, он отрицает Бога. Есть гуманистический взгляд вообще вот сейчас, который вообще на все, на бытие. Но если принимать такой взгляд, знаете, это означает, что ты и я, мы не имеем большую ценность, чем, например, какая-то амеба или там, не знаю, червяк какой-нибудь. Но это неправда. Ты и я, мы сотворены по образу и подобию Божьему. И мы рождены для чего-то великого. И мы дети царя. 8 Псалом, 4-6 стих. Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Дальше смотрите. Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его. Знаете, как я у одного человека прочитал, этот мир, он ставит человека на одну ступень выше обезьян. А Писание ставит человека на одну ступень ниже ангелов. Выше. Давайте еще раз прочитаем. Немного ты умолил его пред ангелами. Умолил, это значит, не намного ты его сделал меньше, чем ангел. Славою и честью увенчал его, поставил его владыку над делами рук твоих. Если бы мы были круче ангелов, Это Ветхий Завет. Ага, это Ветхий Завет. Вот мы в теологию спорим. Но суть в чем? Что этот мир, он говорит, что мы просто на одну ступеньку выше обезьян. А здесь в Писании, он пишет, что не намного умолил. Ангелы это сверхъестественные существа. Никто спорить не будет, что у них, власти больше, силы больше, сейчас. Нет? Есть споры? Хорошо. Люди, которые достигли особого просветления, они у нас сильнее ангелов. Нет, я шучу, но вы понимаете, ту мысль, которую я хочу донести в Писание, оно станет нас совершенно и видит нас совершенно по-другому. Это означает, что тот человек в церкви, на котором ты давно поставил крест, и всеми силами пытаешься его избежать, когда ты его видишь, ты пытаешься пройти так, чтобы сесть и туда смотришь. Ты знаешь, что он там сидит, ты его видишь, но ты голову не поворачиваешь. Знаете, Бог с ним еще не закончил. И он создан по образу и подобию Божьему. Или сосед у тебя на лестничной клетке, или где-то, если у тебя частный дом рядышком. У нас у всех есть, бывают такие вот вещи. То есть ты уже, и от этого никуда не денешься, и где-то есть здравость в этом. Ты не можешь брать человека, который зарекомендовал себя определенным образом, в какие-то ответственные ситуации. Но Бог с ним еще не закончил. Поэтому Иисус сказал, что люби ближнего своего, как самого себя. Потому что внутри каждого человека есть потенциал для того, каким его видит Бог. Сейчас смотрите, внимание. Вот вся фишка для церкви нам создать такую атмосферу, чтобы человеку помочь раскрыться. Чтобы он вошел в полноту этого замысла Божьего.
Создать такую атмосферу, чтобы человек, он мог проявить себя. И мы не все призваны делать одно и то же. У нас у всех разные дары. Нам Бог предназначил разные вещи. И наша задача совместными усилиями создать такую атмосферу, чтобы человек, он мог показать на все, на что он способен. Войти в полноту, стать тем, каким Бог его видит. И очень легко просто поставить на нем крест сразу и не дать ему вообще никакой возможности, чтобы он раскрылся. Тогда чем мы отличаемся от этого мира? Потому что это то, что там происходит. Побеждает сильный. И у тебя второго шанса часто нет. Вы понимаете, да, о чем? Но мы призваны к другому. И поэтому, как важно создавать вот эту атмосферу. И когда ты говоришь, что, ну вот я никто в церкви, можешь сказать таким образом, это неправда. Потому что ты можешь либо быть в этой массе меда в бочке, а можешь стать ложкой дегтя, которая все испортит. Вы понимаете, да, о чем я? Я просто пытаюсь как-то, чтобы мы видели большую картину. Бывает, у тебя как-то вот не складывается с кем-то, это тебя раздражает. Но вот для того, чтобы помочь человеку войти во что-то, для того, чтобы созидать церковь, может быть, где-то нужно, ну и что ты прав. Если бы я каждый раз, когда я прав, начинал там рубить налево и направо, всех бы разогнал уже давно. Никого бы не осталось. Не в том смысле, что я бы выгонял, а в том смысле, потому что человек как бы жесткий. Могу такие вещи иногда сказать, только близкие могут знать. Обидные, да? И люди обидятся и уйдут. Но, может быть, стоит как бы прикусить язык иногда, да? Для того, чтобы созидать человека. Аминь. Вы знаете, есть куча примеров вот таких. Я хотел закончить примером, но не буду. Про то, как человека подняли с улицы, реальная история. И так как бы буквально пару слов скажу. Была группа тоже в одной церкви, они ездили кормить бомжей. И, кормить, у них репцентр был, и как-то там, как-то устраивали, или куда-то. В этой церкви не было репцентра, но они направляли в другие. И как-то один раз, проповедник этот рассказывал, они такие еще, знаете, там, одевались красиво, то есть он там в белой рубашке поехал, с галстуком. И вот, говорит, лицом к лицу, говорит, ко мне бомж стоит, представьте, с вокзала, то есть который там 6 лет, по-моему, на улице жил. То есть соответствующий запах и так далее. Я, говорит, вдохнуть не мог, чтобы не отвернуться. Потому что стойкий амбре такой в нос задавал. И он говорит, что обычно мы не даем денег, никому из них, да, просто кормим. Или идем что-то покупаем, там как-то, да, устраиваем. А здесь, говорит, у меня рука потянулась, я, говорит, просто хотел ему там, денег дать, и срулить. То есть, как бы это. И, говорит, ему протягиваю, и он мне говорит, что мне, говорит, не надо твоих денег. Я, говорит, хочу вот этого Иисуса, потому что я знаю, что здесь на улице я не выжил. Я уже чувствую, что все, короче. И вот это так коснулось вот этого служителя. Он там плакать начал, и потом этот бомж начал плакать. Все кончилось хорошо, то есть они его сначала взяли в церковь, дали ему работу какую-то, то есть он начал у них по хозяйству. Человек был с руками, мог что-то делать, ремонтировал там всякие вещи. Постепенно его отмыли. Его положили сначала ему капельницу ставили, по-моему, 6 дней под капельницей, чтобы детокс был как бы полный. Потому что он там всевозможные субстанции в организме, то есть он не очень хорошо соображал. Но потом зубы ему вставили. И оказалось, парень симпатичный, как бы ничего такое. И потом он вышел засвидетельствовать через год или через полтора вообще. И когда он взял микрофон, всем было понятно, что это проповедник. И то есть сейчас он служитель церкви.
И просто вот этот пастор, который он говорит, что я говорит, пытался вот просто, ну, сунуть там деньги, да, и как бы, потому что я уже, ну, я поставил крест на этом человеке, я не думал о нем высоко, что это уже, ну, кончено, как бы, и ничего с ним хорошего не будет, но Бог с ним не закончил. Ну, это может быть такой вот, как бы, прям кардинальный, такой резкий, да, пример, имеется в виду. Но вы знаете, не обязательно ходить и там бомжей собирать, в том числе, да. Но ты можешь поставить крест на кого-то, кто рядом в церкви. Не такие вот примеры. И мы не призваны к этому, мы призваны к другому. Поэтому я вас ободряю, даже если кто-то у нас выглядит так, что ты никаких надежд уже не питаешь, Бог с ним еще не закончил. Аминь. И еще с тобой он тоже не закончил. Если ты считаешь, что ну вот что-то я какой-то вот такой, вот столько уже это, и у меня и то не так, и это не так. Либо в жизни, либо это, помни, да, что то, что другие говорят, ты от этого всегда можешь отмахнуться. Но если ты поставишь клеймо себе здесь, то это приговор. Никогда не думай, что ты неудачник, потому что ты создан по образу и подобию Божьему. И Бог ерунду не делает. Аминь. Давайте мы помолимся. Аллилуйя, Господь. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого, кто слышит это слово, будет слушать. Господи, и дай нам просто надежду и понимание того, что Ты с нами еще не закончил, и мы не неудачники. Дай нам войти в полноту Твоего призвания. Приготовил что-то для нас исполнять, добрые дела. И мы хотим быть такими, какими видишь нас Ты. Мы хотим использовать свой потенциал, те таланты, которые в нас есть, у каждого. Дай нам двигаться в этом. Я провозглашаю это в жизни каждого. Во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал. Аминь. 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 Да, слава Богу. У меня на сегодня все. Ну ничего, мы забыли помолиться за нужды. И еще, да, мы помолимся вот за Валерия. Да? Ну давайте, вы мне сейчас дадите. Валерий Степанович, можно вас попросить? Я так понимаю, домой доедете. Ну или может там оставаться, здесь неудобно выходить. Давайте мы. У нас просто Валерий Степанович домой едет.